я бы не стал бы вольно трактовать, там, переносить какие-то полномочия в сторону исполнительной и законодательной власти. Мы зачастую выбираем на эмоциональном уровне. Ну вот моя позиция вот такая. Я за внесение таких изменений. Здравствуйте. В эфире «Чегемская правда». Выборные перипетии идут полным ходом, несмотря на серьезно осложнившуюся международную обстановку. Тем не менее, мы продолжаем знакомить вас с кандидатами в депутаты Народного собрания. И сегодня у нас в гостях кандидат в депутаты по Сухумскому центральному избирательному округу номер 6 Дмитрий Амичба. Дмитрий, добрый день. Добрый день. Учитывая, что ты был уже там и в эфире государственного телевидения, да, и там много и на Абазе были, и учитывая это, я все-таки как бы не буду повторяться, задавать какие-то те вопросы, на которые ты ответил, но на некоторые я все-таки задам, чтобы поискать все-таки глубину, формат более нам позволяет это делать. Да, но я все-таки начну, учитывая, что у тебя богатый опыт работы в правоохранительных структурах, тем более 20 лет, кажется, в Генпрокуратуре. Более 20 лет в Генпрокуратуре проработал и, естественно, с правом, в общем-то, на «ты». И я все-таки, наверное, начну вот с этих конституционных поправок, которые вот недавно были предложены, и насколько вот эти предложения могут быть эффективны, чтобы как-то стабилизировать отношения между исполнительной и законодательной ветвью власти. Насколько такие вопросы? Я противник такого подхода. Это все мы слышим риторику, все мы слышим о необходимости изменений в Конституцию. Больший акцент ставится, естественно, на баланс ветвей власти, но есть основополагающие принципы конституционные, их нужно соблюдать. Перемена и изменение конституционных принципов в пользу той или иной власти, к ним, конечно же, можно подходить, конечно же, можно это менять, но с прицелом на незыблемость системы, не нарушая принцип верховенства закона, не забывая, что у нас все же не только существует исполнительная власть и законодательная власть, у нас и судебная власть, 3 ветви власти. Да? Вот здесь я бы не стал бы вольно трактовать, там, переносить какие-то полномочия в сторону исполнительной и законодательной власти. Здесь нужно просмотреть всю линию, каким образом, на что повлияет. Я как прикладник именно к этому так отношусь. Конечно же, у меня есть свое видение по усилению функций законодательного органа. Естественно, когда я определился с таким выбором, мне тоже интересен этот вопрос. В то же время я не считаю, что мы готовы говорить о переходе, допустим, я слышу очень много разговоров о переходе к парламентской системе правления. Это очень колоссальный, сложный путь, к которому нужно готовиться. Здесь не только вопросы, кто круче, кто сильнее. Нет, здесь вопросы самой системы государственного устройства, ментальности. Огромный пласт вопросов, которые нужно охватить. Поэтому я с осторожностью к этому отношусь, но не исключаю возможности пересмотра каких-то позиций в пользу той или иной ветви власти. Но опять-таки с оговоркой очень аккуратно.
Но помимо перераспределения есть еще и предложение по изменению избирательной системы. И учитывая то, что ты вот сейчас как бы варишься вот в этом соку мажоритарной системы, да, и ты, наверное, все-таки видишь изнутри какие-то минусы, а может быть и плюсы видишь. Да, как тебе кажется, насколько это поможет нам сделать законодательную ветвь власти, вот такого рода переход, более качественным? Мы все знаем, да, что у нас определенное количество партий зарегистрированных существует. Но в то же время мы понимаем, что есть в этой системе много вещей, на которые стоило бы обратить внимание, такие как деятельность самих партий. Мы видим что? Мы видим активизацию только в предвыборный процесс или какие-то кризисные вопросы, когда высказывает та или иная партия свое видение на тот или иной вопрос. Но мы не видим системной отстроенной работы. Но если бы так посписочно посмотреть, кто в какой партии находится и состоит, здесь тоже могут возникнуть определенные вопросы, но слишком много у нас получается партий на такой маленьком пространстве. Естественно, здесь тоже вызывает... Это уже работа Минюста, да, который, наверное, должен проработать этот вопрос и определить действительно, партии они или нет. Конечно, конечно. Вот именно об этом я и хотел бы сказать. Естественно, процесс создания партии, их функционирование, их политический вес, это все имеет большое значение. Здесь бы я отметил еще такой момент, когда мы говорим вообще о смене, там, допустим, из вот нынешней системы в партийную систему или смешанную систему. Я бы, конечно, обратил внимание на качество. Мне, как гражданину, прежде всего интересно, с какими идеями, с каким багажом, с каким объемом проделанной работы идут эти люди, допустим, выдвигают своих кандидатов или же оглашают свою позицию, и как эта работа будет в дальнейшем. Я опять-таки с оглядкой на интересы общенациональные, гражданские, общества и государства в целом. Поэтому в этом плане мы, на мой взгляд, мы не готовы говорить. Конечно же, надо двигаться к этой системе, но политическая культура, она на ровном месте не создается. Это длительный процесс и временной, и с затратами и моральными, и материальными, как говорится. До финиша, конечно же, не все дойдут. Поэтому к этому вопросу тоже нужно подходить с учетом реалий, в которых мы живем. Ну, сейчас, в принципе, есть после этих выборов, которые пройдут по мажоритарной системе, в принципе, у нас есть еще 5 лет до следующих выборов. И, наверное, если мы уж переходим, то должны уже как бы заявить о том, что переходим, чтобы к этому времени все-таки политические организации, они были созрели и не были просто на бумаге и обрели определенное содержание качественное. Хорошо. Перейдем, в общем-то, наверное, это тоже опять часть избирательного марафона. Я вот наблюдаю, там я не скажу, что я наблюдаю каждый округ за дебатами, да, но тем не менее ситуация заставляет меня наблюдать, потому что большинство лиц, которые участвуют сейчас в выборах, о их существовании я узнал только что. Да? То есть некоторых я вот наблюдаю на эфире АГТРК, там, во время дебатов, некоторые вообще просто не приходят. Это какой-то сплошной омикрон стал у нас. Да? И я понимаю, почему люди не приходят. Да? Абсолютно не готовы, абсолютно сырые. Да? И при этом понимаешь, что вот избирательная кампания, участие в выборах стало неким проходным двором. То есть вот я тебя
спрашиваю, вот как юриста, да, насколько возможны какие-то введения каких-то цензов все-таки вот в это дело, потому что, ну, действительно, как бы есть очень небольшой процент людей подготовленных, но основная масса это вот людей, которые там в реальности там не могут, наверное, прилично сдать вот сейчас экзамен на аттестат зрелости, да, там об окончании там 11 классов. Ну, вот начиная этот вопрос, я немного в сторону отойду. Мы зачастую выбираем на эмоциональном уровне. Не уделяем достаточного внимания профессиональным, жизненным аспектам зрелости и так далее, и так далее. Перенося эти моменты, да, совесть мы не сможем перенести на законодательный уровень, понятно. А вот говоря уже о профессиональном и жизненном опыте, конечно, здесь можно поговорить. Я, конечно же, сторонник внесения определенных изменений в выборное законодательство, это цензы. На мой взгляд, это профессиональный ценз. Не обязательно ты юрист, не обязательно ты там экономист. Есть куча профессий, которые необходимы, но ты должен иметь определенный профессиональный опыт. На мой взгляд, это, ну, в органах прокуратуры всегда считалось, молодой специалист считается от 3 до 5 лет. Это тогда, когда глаза прорезаются, и когда ты понимаешь… У тебя есть не просто диплом, но есть определенный стаж работы. Конечно, это то, что тебе позволяет принимать решения. Есть такой немаловажный аспект, когда ты учиняешь подпись в документе и несешь ответственность за этот документ, вот здесь возникает другое ощущение. А когда ты не подписываешь и не понимаешь, какую ответственность ты можешь нести за это, или же какие последствия могут наступить, здесь уже другой аспект. Вот здесь для меня, я вот ревностно к этому отношусь, потому что человек должен осознанно делать решения. Там они удобные, неудобные и так далее. Ну и другой, конечно, ценз, это вот о жизненном опыте, о котором, когда мы говорим, понятно, что при всем уважении очень много образованных людей, очень много молодых образованных людей, с которыми я сталкиваюсь. Мне очень приятно, что у нас есть большой пласт молодых людей, которые совершенно отчетливо понимают, да, может быть, они в некоторых вещах заблуждаются, но они готовы учиться, меняться и так далее. Потенциал есть. Я бы, конечно же, ценз возрастной тоже установил бы. Во-первых, на 6-25 лет, кажется, да? Ну, на мой взгляд, 25 лет – это как минимум недостаточно. Шишек не добил молодой Это жизненный опыт все-таки должен быть, да. Абсолютно здесь убежден, но невозможно в 25 лет, вот я вспоминаю себя, в 25 лет, да, у меня были какие-то познания, уже какой-то профессиональный опыт, армейская служба. Но есть понимание, какой же я сырой был. А сейчас, оглядываясь на те действия, которые там, на то мышление, которое было, я понимаю, что это было абсолютно разные люди, которые подходили к жизни совсем по-другому. Ну вот моя позиция вот такая. Я за внесение таких изменений, вот профессиональной и возрастной. В остальном, когда говорят… В остальном у нас могут справку представить, да, что он здоров. Справки все эти можно представить, подготовиться в конце концов к этому периоду и так далее. Я продолжение, опять же, этой депутатской темы, да, сейчас много всяких дискуссий, да, о том, что нужно, там кто-то считает, что важно ввести императивный мандат, да, то есть, если тебе депутат не понравился, отозвать, с другой стороны, там, снять с него статус неприкосновенности. Вот как ты смотришь на этот процесс? Скажу так, казалось бы, за такой мерой, как императивный мандат, да,
есть благая цель, да? Не справился, давайте мы его поругаем и отправим домой. Но есть и другая сторона, как правило, у монетки всегда есть и оборотная сторона. Здесь нужно понимать, что законодатель, наделяя депутата вот таким статусом и обладанием неприкосновенности, это же конституционный принцип, да? Это все вытекает из Конституции. Тут же вот особый статус депутата, ну как и не только депутата, я бы к этому вопросу относился бы очень аккуратно, с учетом того, какие риски могут быть. Да? Все мы живем в активном политическом пространстве, где каждый из конкурентов способен собрать определенное количество сторонников и инициировать. Понятно, что депутат, не работая в законодательной власти, он не раздает пряники. Он иногда озвучивает, конечно, он озвучивает неудобные вещи, он становится инструментом принятия непопулярных мер. Естественно, с оглядкой поставим депутата, который наделен этой неприкосновенностью и который там обременен императивным мандатом. Естественно, что он будет делать? Ответ очевиден. Он будет стараться быть угодным. Угодным, угодить всем. А отсюда качество работы, сползание в пропасть. Поэтому я не сторонник императивного мандата однозначно. Плюс к этому я хочу добавить, органы прокуратуры тоже наделены определенной неприкосновенностью. У нас такие же полномочия, как и, может быть, даже и покруче, да, можно так сказать. 21 год я находился с этой неприкосновенностью, без права досмотра, остановки, неприкосновенность всего-всего того, чем я обладал. Да. И 2 года я находился без этой неприкосновенности. Но здесь вопрос самодостаточности, так скажу, ощущение, как ты испытываешь. Для меня абсолютно комфортное состояние и в нынешнем, и в том, в котором я был. Но все-таки я возвращаюсь опять, исходя из того, что у тебя 20 лет, более 20 лет работы в прокуратуре, и одна из оскомин, которая набила нами уже годами уже набита, это борьба с коррупцией. Да? То есть, и в этой выборной кампании очень много говорится о необходимости борьбы с коррупцией, да? Иногда просто ритуально. И мне хотелось бы все-таки у тебя, как у юриста, спросить. Да, понятно, есть у нас определенный багаж этого антикоррупционного законодательства принятого. Понятно, что он абсолютно не работает. Да? По-твоему, что нам нужно сделать, чтобы у нас все-таки реально борьба с коррупцией из такого риторического варианта существования, оно все же перешло в некую такую плоскость, в которой бы этот закон действительно работал? Мне хотелось бы обозначить эту проблему прежде всего как комплекс мер. Ни в коем случае не нужно как с писаной торбой ходить и говорить, что именно эта норма закона нам поможет победить коррупцию. Мы все прекрасно знаем, сегодня в открытом доступе есть это индексы, уровень восприятия коррупции, которые в мире существует. Да, впереди планеты всей, конечно же, по минимальному показателю коррупции. Даже не Сингапур. Это скандинавские страны. Скандинавские страны, и в четверку входит Сингапур. Это не означает, что там ее нет. Она есть, но
вопрос о степени коррупции. Нулевая толерантность там к этому вообще. Конечно же. Вот мы сейчас говорим о том, чтобы начать процесс запуска борьбы с коррупцией. Мы пока всего лишь говорим. На мой взгляд, здесь нужно поправлять законодательный пласт. Это прежде всего сам закон о коррупции, который первоначально был принят на базе российского законодательства, но по дороге мы потеряли 4 главы, в том числе и главу не только о доходах и о расходах, о конфликте интересов, что немаловажно в нашем обществе, когда муж, жена могут быть... Боюсь заглядывать в Минюст, где регистрируются, да, все эти вот наши конторки, где кладезь этого всего. Да. Плюс здесь в помощь это нормы закона о госслужбе, необходимость, не панацея, но необходимость, которая даст толчок в определенных квалификационных моментах, требования к чиновнику. Это тоже там есть. Плюс к этому есть куча нормативных законодательных актов. Вот мне хотелось бы вспомнить один закон. У меня там в приоритетных задачах описана защита прав субъектов малого предпринимательства. И у нас вообще нет закона, вообще определяющий, что такое малое предпринимательство. Но есть закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В свое время мы пытались как механизм воздействия на контролирующие органы, а вы сами понимаете, это как гряда целая контролирующих органов, которые проходят к предпринимателю, и в какой момент, и по какому принципу, все это в размытом состоянии. Поэтому мы предлагали внести как надзорному органу прокуратуры вводить так называемый сводный план, который позволял бы надзорному органу контролировать обоснованность проведения мероприятий контрольных. То есть это своего рода дорожка по ослаблению обременения вот всех этих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Это тоже один из элементов борьбы с коррупционными проявлениями, коррупциогенными факторами. Плюс к этому у нас есть, я тоже вот его как-то озвучивал, закон о госзакупках. Ну, я его так называю, его можно назвать по-другому. Он в 1994 году был принят с прицелом на будущую актуальность, и тогда уже было понимание того, что этот закон, мы рано или поздно должны подойти к нему для того, чтобы была создана прозрачная система. Нет изменений. Там нужно делать эти изменения. Я еще, походу, нигде не видел. То есть это вообще мировая практика, да, вывешивают на сайтах там тех планов. Да, у нас до этого не дошли. То есть нигде мы не видим, что для чего государственные структуры закупают, заказывают и так далее. То есть этого нет. Опять-таки это как один из элементов, который за собой тянет вопрос, как же мы это будем делать в цифровом варианте. На мой взгляд, это нужно делать в цифровом варианте с минимизацией человеческого фактора. Вот когда очень много этих факторов, очень много законодательных актов, которые нужно пересмотреть, адаптировать, и тогда уже мы будем говорить о том, что мы начали движение. С
другой стороны, вот у меня всегда возникал вопрос, то есть человек, условно говоря, там, находясь на какой-то очень, на руководящей работе, там, в каком-то государственном хозяйствующем субъекте, да, или там организации, которая апеллирует огромными суммами, да, и когда чиновник получает, условно говоря, 10-15 тысяч, и в общем-то, эти деньги как бы не позволяют жить более-менее так нормально, да, то есть, естественно, есть некий соблазн, да, в свое время там зарплаты еще были меньше, и как бы государство как бы так, в общем-то, говорило ухуаху. Да, то есть, как в свое время, там, 300 лет назад, там, российским чиновникам отправляли там на кормление, да, вот то же самое у нас, в общем-то, система, она, в общем-то, осталась, да, насколько важно, чтобы зарплата была поднята. Мотивационный принцип никто не отменял, и метод кнута и пряника тоже, он должен действовать. Когда мы говорим о вот этих двух факторах, они должны быть гармоничными. Если человек качественно выполняет добросовестно, то есть у человека, у руководителя всегда есть возможность оценить качество работы своего сотрудника и понимать, стоит у этого человека продвигать по служебной лестнице далее, и соответствующая заработная плата там, с увеличением заработной платы. Я сейчас и говорю о мотивационных принципах. Да? Как-то читал в одном государстве, по-моему, даже в Сингапуре тоже такой принцип существовал. Мотивационный принцип по уровню ВВП. Поднимается ВВП, соответственно, поднимается уровень зарплаты госчиновников. То есть, как один из вариантов. Сдельно-премиальная. Опять-таки, говоря вот о материальной составляющей, ее я бы не рассматривал в разрыве от всех иных процессов. Это экономические процессы, это и правовые аспекты. Все это вместе, мы должны это все в комплексе рассматривать. Мы всегда говорим о зарплате, но тут же возникает вопрос, где взять деньги. Да? И начинается круговорот вот этих проблем. Нужно вот этот круговорот завязать в положительную такую цепь такого хорошего поступательного движения. Вот как только мы начнем говорить о прикладных вещах, о мотивационных вещах, о улучшении экономической составляющей, об улучшении инвестиционного климата, о повышении квалификационных требований, весь этот комплекс, он одновременно начнет поднимать и уровень жизни, он одновременно начнет поднимать и уровень заработной платы той же. Когда в экономике есть деньги, естественно, у исполнительной власти есть возможность говорить о повышении. Но я сомневаюсь, что любая исполнительная власть – это хороший мотиватор и хороший рейтинговый показатель, когда у тебя есть возможность поднять заработную плату. И я сомневаюсь, что кто-то не воспользовался этим моментом. Нужно поднимать заработную плату, но давайте сперва начнем говорить о работе. Давайте сперва начнем говорить о усечении каких-то коррупционных проявлений. Вот тогда мы уже смело будем говорить. У нас возникнет, оно есть у нас. Это право у каждого гражданина требовать у государства достойной заработной платы. Но каким образом, мы тоже должны понимать, и мне не хотелось бы, чтобы вопрос переходил в спекулятивную плоскость. Да? Вот если он бессовестный, почему я дам ему там такую заработную? Ну да, все-таки это должна быть как бы зарплата, наверное, размер зарплаты и поощрение государства, он должен быть привязан, может быть непосредственно привязать его к какому-то результату, по крайней мере. Сегодня у нас, допустим, те же госпредприятия, да, хозяйствующие субъекты, они почти все на грани банкротства. Да, все руководители, они неплохо себя чувствуют, но в реально и получают зарплату, наверное, там 10-15 тысяч, да, но у всех как бы все хорошо, и дворцы, и там как бы по несколько лимузинов и так далее. Но
вот я бы, наверное, все-таки привязал. И, конечно же, должны работать реально контролирующие структуры. И нам, наверное, как бы главная задача, у нас все время сообщают, что у нас определенный процент экономики, он находится не то, что в тени, он там где-то в темноте находится, да, то есть он как-то не задействован, да, там цифры впечатляющие. И мне кажется, вот это тоже одна из главных задач все-таки сделать нашу экономику белой. И это действительно такая проблема, которая стоит. И в этом контексте вот мы все вокруг да права крутимся. Все-таки я бы хотел бы вот, на взгляд юриста. Да, я понимаю, что медику проще задавать про медицину, он тебе скажет, сколько центров нужно. Да. И он тебе назовет, какие у нас профессии, да, количество врачей необходимо и так далее. Вот насчет, вот, вот как человек, юрист, как он смотрит на возможность более-менее такого качественного выстраивания качественной системы здравоохранения. Как этого можно добиться? Как можно добиться качественного образования? У тебя вот есть вот такой взгляд юриста на этот процесс? Есть, и они продиктованы, опять-таки, практикой. Да? У нас, как известно, есть закон о здравоохранении, к которому есть вопросы. Да? Но, слава Богу, он был принят. Да? Мы долгое время жили без него. Слава Богу, его приняли, но любой закон требует оживления. Оживления с помощью подзаконных нормативных актов. Этот закон весь пронизан отсылочными нормами на необходимость принятия вот этих же актов. Большинство которых нет в реальности. Да, к сожалению, так и есть по настоящее время. Усложняются вопросы. Мы понимаем, что мы не можем заявить о платной медицине, хотя в этом законе прописано о возможности. Да? Трактовать можно по-разному. О возможности предоставления или же разрешено. Да? Как хочешь трактуй, но есть такая возможность. Теперь встает вопрос. Мы готовы говорить о платной медицине или не готовы? Я считаю так. Для начала нужно посмотреть о гарантированном объеме бесплатной медицинской помощи. Вот этот большой вопрос, который нужно закрывать. Это целая нормативная база. Большая, достаточно большая. Здесь кропотливая работа с определением социальных групп людей, нуждающихся, пенсионеров, инвалидов, участников Отечественной войны, народа Абхазии, детей и так далее, и так далее. То есть здесь нужно четко понимать, в каком объеме и какими ресурсами сегодня государство обладает для того, чтобы принять эту нормативку. И готовы ли мы идти двигаться. Когда говорим о платной медицинской помощи, то здесь уже речь идет о дополнительном получении дополнительных услуг в этом же лечебно-профилактическом учреждении. То есть это дополнительные доходы. Ничего плохого я в этом не вижу. Если у человека есть достаточная материальная основа для того, чтобы он находился в палате не обычной, а в люкс, и он дополнительно оплачивает ее, то это, соответственно, идет в доход лечебно-профилактического учреждения. За счет этих же средств, и аккумулирования их, они могут говорить о распределении их на заработную плату, на приобретение материально-технической части и иные расходы. Да? Вот здесь я не сторонник сопоставления и сталкивания лбами этих двух проблем. Здесь нужно подойти, их разделить, аккуратненько развести, четко определить, кто у нас с бесплатниками. Я не говорю сейчас, все, ребят, переходим на платную медицину. Да. И определить перечень услуг. Мы же волей-неволей все равно приходим и покупаем определенные
вознаграждение делаем. Ну, я бы сказал так, идем и оплачиваем свое лечение и в виде приобретения лекарств, необходимого инвентаря и так далее. И, естественно, мы там готовы быть благодарны лечащим врачам. Ну, давайте это приведем в цивилизованную форму общения. Тут еще как юриста возникает такой вопрос. Когда мы говорим о оказании платных медицинских услуг, то тут уже возникает, вот я слышу опасения по поводу качества предоставления этих услуг. Ну, за качество нужно будет уже в договорной основе отвечать за это. Когда у тебя есть договор, где прописано, что ты гарантируешь качественное оказание медицинских услуг за определенное вознаграждение, понятно, что у тебя возникает ответственность, естественно. Но это ни в коем случае не означает, что мы всю свою ответственность должны вот сконцентрировать на платниках. Такая же ответственность должна быть и на бесплатниках. Здесь уже нужно смотреть, опять-таки, квалификация. Квалификация. И у меня есть друзья, которые занимаются медицинской практикой, достаточно успешно занимаются ею. У них есть возможность, и они стремятся хотя бы в год раз попасть на какие-то конференции, на курсы повышения квалификации. То есть человек ответственно подходит к этому. Я считаю, что здесь уже вопрос не выбора должен быть, а программа, целевая программа по улучшению качества предоставления медицинских услуг и направлению своего персонала по спринут режиме. Ну давайте, ребята, хотя бы раз в год пройдите. Медицина стремительно развивается, цифровые технологии догоняют. Там мы что, хотим по учебникам старым лечить? Нет. И здесь опять-таки вот эти квалификационные вещи у нас возникают, выходят на поверхность. То есть опять-таки мое отношение, тот же принцип я бы перенес бы на образование. Я бы не стал бы ругать учителей, как у нас это модно делать. Не стал бы этого делать, потому что это колоссальный труд. Но есть очевидные вещи в плане методик, которые есть. Мы все читаем интернет, видим, каким образом тоже интерактивное образование, тот же посыл самообразования, каким образом это все ходит. Но вот, слава богу, мы сейчас видим, что в парламенте во втором, по-моему, чтении принят закон об образовании. Я надеюсь, что там будет меньше отсылочных актов, и он будет больше носить степень закона прямого действия, где мы опять, как с законом о здравоохранении, не размоемся и не забудем его, и будем динамично… Ну, чтобы он не выглядел сводом благих пожеланий. Да, вот. Конечно, здесь имеется в виду и взаимоотношения государственных служб, государственных органов на разных уровнях. То есть это определение статуса у нас до сих пор. Возникают вопросы, что же такое у нас это школы, это бюджетное учреждение, казенное учреждение, или какой же статус. Да? Вот я надеюсь, что вот этот закон будет отражать взаимоотношения с ГОРАНО, с Министерством образования, какие контрольными функциями будет наделено Министерство образования, как этот процесс… Качественный стандарт как будет определен. Конечно, все эти вещи будут, надеюсь, отражены в этом законе. Но я хотел бы, наверное, сейчас последний свой вопрос задать вот о таком наболевшем. Да, у нас там последние
почти 2 года нас лихорадит с этим, ну, жестко лихорадит. До этого тоже это достаточно больная тема была энергетика. Сейчас нас действительно, мы столкнулись с жестким энергетическим кризисом и очень много всяких разговоров, как это можно выйти. Некоторые там как-то говорят, что мы самостоятельно не выйдем. Другие утверждают, что мы, в принципе, способны собственными ресурсами как бы вытащить эту отрасль. На твой взгляд, у тебя есть какое-то сформулированное такое видение по этой проблеме? Готовы ли мы сегодня продолжать жить в таком состоянии, в котором мы сегодня живем, в режиме ограничений? На мой взгляд, вопрос очевиден, и, безусловно, мы не готовы жить. Я лично не готов жить в этих условиях. Но готов или я не готов, не имеет никакого значения, если мы ничего не делаем. На мой взгляд, здесь базовые вещи – это понимание полного, базовое состояние всего самого энергетического хозяйства. Понимание того, что это у нас. Это естественная монополия. Да? Если это естественная монополия, где же мы ее закрепляем? Мы видим, что в законодательном уровне есть там конституционная норма, которая четко определяет, все природные богатства принадлежат народу. Мы видим закон там, электроэнергетики, который определяет порядок, принципы и так далее, взаимоотношения с тем же инвестором, с уполномоченными или органами и так далее. Все это мы видим. Но сформулированной четкой позиции мы сейчас не видим. Нам нужен дифференцированный подход. Нам нужно принятие обоснованного тарифа. Нам нужно рассмотреть вопрос привлечения инвестиций. Я сторонник привлечения инвестиций. Неважно, я не разделяю это местные или внутренние, или внешние инвестиции. Но, опять-таки, с сохранением государственного контроля, полного государственного контроля. Такие примеры в мировой практике существуют. Мы Америку для себя и велосипед не изобретаем. Я так понял, допустим, мы, условно говоря, допускаем строительство. У нас там разрешено законодательно там, строить условно там, ГЭС не больше 5 мегаватт мощностью. Да, там, и мы допускаем, да, приходим, и как бы сколько бы не вырабатывали бы, и сколько бы таких с такого рода бизнеса не пришло бы в Абхазию, там, допустим, у государства должны быть жесткие регулирующие, наверное, механизмы, которые там не позволяли бы вот этим производителям диктовать свои условия, наверное. Естественно. Когда мы говорим о монополии, мы понимаем, что это как раз-таки регулирование цен. Эта прерогатива остается государством. Я вас уверяю, ни один инвестор никогда не пойдет на те условия, которые ему невыгодны. Если эта тема очень сильно муссируется, и мы где-то краем уха слышим о заинтересантах, естественно, интерес есть. Но давайте поговорим о государственных и общественных интересах. Что же мы будем иметь с этого? Понятно. Инвестиции – это отлично, это хорошо. Если, давайте поговорим о вещах, которые мы можем извлекать выгоду и пользу. Как бы громко ни звучало, но давайте красные флажочки расставим по периметру, какие наши интересы и какими интересами мы не готовы делиться. Поэтому вот здесь нужно подкрепление, очень аккуратный подход, взвешенный подход с принятием вот этих законодательных актов в помощь, не в усложнении. Мы должны быть договороспособными с тем же инвестором. Когда мы говорим, оглашаем свои условия, мы должны понимать экономические целесообразности со стороны инвестора. Придет этот инвестор на таких условиях или не придет. Да? И чтобы это не во вред государству было и не в ущерб тому же инвестору, да. С одной стороны. Для красного как словца, да,
надо жить в гармонии, в согласии, как говорится, да, и в этой области тоже. Надо показать уровень своей договороспособности. Если это государственные органы делают, то и у общества не возникают вопросы. У общества всегда любая тема сегодня, которая затрагивается, будь то электроэнергетика, недвижимость, нефть, у нас всегда мгновенная отрицательная реакция. Потому что люди не видят, они не против кого-то, они против того, что они не видят ни разъяснительной работы, ни выгод для себя. Им никто не сказал, что, ребята, вы вот из-за этого будете, вот с помощью вот этого механизма у вас будет вот такие преференции, допустим, или вот такая выгода, вот такой доход. Это важно человеку понимать. А когда мы говорим о том, что мы потеряем все, естественно, опасения и такая реакция возникает. Но иногда и чиновник, который там, в силу того, что у нас, опять же, далеко не оптимальная форма, система управления, да, и она очень сильно там в коррупционном поле там находится, и вот этот доход, который может получить обычный гражданин, получить государство, все-таки его вот этот доход, он как-то по умолчанию уходит там людям, чиновникам, которые принимают решения, и я надеюсь, что вот эта ситуация, она рано или поздно начнет меняться. Вот в контексте всего этого мне хотелось бы подчеркнуть, вот мы говорим о транспарентности, да, прозрачности. Мне не хочется, чтобы это просто было словом, вылетело. Красивым словом просто, да. Красиво звучит, но оно не действенно. Вот когда мы достигнем этого, и когда мы честно начнем разговаривать с людьми, не замалчивая, не уводя в тень бенефициаров, вот тогда нас поймут, и тогда у нас все получится. Ну что ж, я напомню, что у нас в эфире сегодня был кандидат в депутаты по Сухумскому центральному избирательному округу номер 6 Дмитрий Амич. Дмитрий, большое спасибо. Спасибо вам. Удачи. Спасибо.